После событий 5 июля и многочасового штурма Министерства внутренних дел я часто слышу слово «бумеранг». Люди имеют в виду события 27 мая 2014 года и безнаказанность тех, кто 2 года назад брал штурмом вход в администрацию президента. После событий 27 мая 2014 года по факту силового проникновения в здание администрации президента не было проведено расследование, не была дана правовая оценка и никто не понес ответственность. Сегодня в стране уже все понимают, как просто собрать сотню молодцов, штурмануть гособъект и отправить в отставку кого угодно, и никому ничего за это не будет. Хотим ли мы, чтобы сотня агрессивных людей ставила каждый раз на уши всю страну и с легкостью за несколько часов разрушала стабильность? Лично мне такая перспектива кажется опасной. Использовать ее в политическом противостоянии бессмысленно. Сегодня одна группа снесет действующую власть, распределится по кабинетам и креслам, но кто им даст сидеть в них спокойно завтра? Сотню людей, готовых на что угодно, с легкостью рекрутирует любая сторона. После событий 5 июля обществу были даны публичные обещания расследовать и наказать виновных. Об этом говорил президент, генеральный прокурор и секретарь Совета Безопасности. Эти обещания должны быть исполнены. Мы все понимаем, как трудно это делать в нашем маленьком обществе, где все друг другу родственники или друзья. Но у кого-то должна появиться на это политическая воля. Не ради мести, а ради порядка в будущем. Я ни в коей мере не требую ужесточения законов. Право на собрание, митинги и выражение через них своей позиции закреплено в нашей Конституции, и оно должно у нас быть. Я могу привести в пример исландскую кастрюльную революцию. Во время кризиса 2008 года страна оказалась в тяжелейшем положении, и все ее население хотели заставить платить по долгам разорившихся банков. Исландцы отказались спасать банки. 5 месяцев люди стояли перед зданием правительства и парламента и гремели кастрюлями, но никто не бесчинствовал. Политиков они не подпускали близко, считая их лгунами, и добились своего. Правительство ушло в отставку, парламент объявил о своем роспуске. Исландия вышла из кризиса, и сегодня это процветающая страна. Древний римский политик Цицерон более 2000 лет тому назад сказал, что величайшее поощрение преступления – это безнаказанность, а французский мыслитель эпохи Просвещения Монтескьё призывал: «Вникните в причины всякой распущенности, и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности, а не от слабости наказаний». Вопрос безнаказанности очень актуален для нашего общества. У нас можно сбить человека на дороге и уйти от ответственности, если родственники договорятся. Можно быть известным всей стране коррупционером и оставаться уважаемым человеком. Можно учинить беззаконие и отнять квартиру у старой женщины, а потом стать депутатом парламента. Можно использовать служебное положение для приобретения всяческих благ и преференций. Можно быть плохим врачом, у которого гибнут пациенты, и спокойно работать, понимая, что никто вас за это даже не упрекнет. Мне уже кажется, что в нашей стране можно абсолютно все. Конечно, при наличии влияния и денег, потому что все-таки находятся бедолаги, которые сидят в Дранском СИЗО. Но если мы хотим построить нормальное цивилизованное государство, нам всем нужно понять, что главным должно быть верховенство закона, единого для всех. И такое государство нам надо строить. Само по себе, без наших усилий, оно не возникнет.